Дмітрий, добрый дзень, дзякуй, што пагадзіліся на інтэрв'ю. І каб пачаць нашу размову, распавядзіце, калі ласка, нашым гледачам, як вы цяпер жывяце, дзе працуеце, як жывецца двухразоваму прызёру алімпійскіх гульняў. Ну вот я работаю в нашей команде с момента завершения карьеры спортсменом профессиональным. Сейчас мы находимся вот в этом здании, которое за мной. Это центр олимпийской подготовки по фристайлу. Там у нас и спортивные залы, и трамплин прыжковый. Ну, вот здесь мы основное время проводим вот на этой нашей базе. Ну, вось я ведаю, вы працавалі трэнерам юнацкай зборнай, цяпер вы сталі у Мікалая Казекі, будзеце яму асіставаць. Як вам даўся гэты пераход? Наверное, было так как-то тяжело, наверное, трудно расстаться вот с тем, что как-то наработано за эти годы было, да, все-таки ребята так как-то на глазах растут, и кажется, вот еще где-то есть возможность еще что-то сделать, еще. В какой-то момент вот в конце прошлого сезона Николай Иванович сказал, что вот хочет, чтобы я уже в национальной команде стал работать. И, конечно, было такое ощущение, что вот как-то, ну, не знаю, какую-то привычку, что ли, менять уже. Но, с другой стороны, это же, как понятно, для любого спортсмена или тренера, который хочет достичь чего-то серьезного, на уровне юниорском этого невозможно, поэтому это был для меня такой как опыт, наверное, попробовать себя после спортивной карьеры и опробовать эту тренерскую работу, влиться в эту работу. Ну, я думаю, что это было огромным таким, действительно опытом и обучением, что ли, для меня. Ну і ў свеце апошніх падзеяў пытанне якраз вось да, якое тычыцца вашай нацыянальнай каманды, нашай нацыянальнай каманды. Александра Романовская звольненая з каманды за, так скажам, один прагул, якім яна скарысталася, там завезла бацьку ў больніцу. Гэта нормально? Ну, в любом случае, мне кажется, эта ситуация ненормальная. Она находится на реабилитации, и она в любом случае находится на таком индивидуальном графике. Она не может работать как робот там и круглые сутки заниматься реабилитацией. Понятно, что это процесс такой, это не как на заводе, ты пришел и на станке стоишь, в принципе, тренировочный процесс. А если говорить о человеке, который после травмы восстанавливается, то здесь вообще, особенно о спортсмене такого высочайшего класса, это надо вообще там индивидуальный подход, прямо каждый день смотреть по состоянию, что и как, и исходя из этого уже принимать решение, что и надо сделать. Ось напярэдадні Александра давала прэс-канферэнцыю, яе прыйшлі падтрымаць шмат фрыстайлістаў з каманды, у тым ліку і вы. Як на гэта адрэагавалі ўнутры каманды? Ребята без проблем, когда сказали, что будет пресс-конференция, и кто хочет поддержать, может прийти, то та часть команды, которая вот уже освободилась от тренировки, у нас так группами ребята тренируются, одни чуть позже начинают, поэтому другие просто физически не могли, а те, кто освободился, уже они приехали, конечно, поддержать. Ну, в любом случае команда на 100% Сашу поддерживает и будет поддерживать. Ось падчас вашай прафесійнай кар'еры, калі вы яшчэ выступалі, ці была тады такая ідэалагічная праца з вамі, ці ўсё ж таки тады было прасцей? Ну, я думаю, что это, в принципе, до вот этих последних выборов президентских было все немножко по-другому. Сейчас ситуация поменялась. Хотя, если честно, я вспоминаю, что когда-то, и даже мне, наверное, когда-то рекомендовали там то Тутбай там интервью не давать, то еще кому-то в какие-то времена, когда были, не знаю, конфликты какие-то между государством и независимыми СМИ. Ну, иногда какие-то возникали вот такие моменты, честно говоря, так всплывают в голове. Но прямо вот, чтобы настолько, конечно, как сейчас, это прямо, не знаю, какую-то войну это превратилось. Ну і апошнім часам працягваецца сумная гісторыя з Мікалаем Казека. Міністэрства спорту і турызму скасавала яму стыпендыю, тым больш хоча, каб ён яшчэ вярнуў гэтыя сродкі за мінулы год.
Ну, здесь тоже я, честно говоря, вот всех подробностей не знаю, но если это административное нарушение, оно, как скажем так, погашено в виде оплаты, но какие претензии еще могут быть? Тем более, со слов Николая Ивановича, министр принимал решение уже, ну, не решение, а указ о стипендиях подписывал, зная об этом, поэтому тут, ну, если так, то это, наверное, неправильно. А якое у вас стаўленне да падзей у нашай краіне, якія праходзяць апошнім часам, скажем так, пасля 9 жніўня, мірныя акцыі пратэсту, затрыманні, суды, штрафы? Ну, естественно, негативное у меня отношение, потому что ну, даже если вот так посмотреть, как проходят те же суды, когда ну, как-то однобоко все эти вещи проходят, да, то есть и адвокатов иногда не допускают, и люди в масках какие-то дают показания. Ну, честно говоря, как-то странно это все выглядит. Понятно, что всегда можно прикрыться какими-то там указами, законами, там правовыми актами, но я не знаю, ну, если это мирная демонстрация, ну, за что людей задерживать? Я понимаю, когда если есть нарушения, ну, действительно, которые там угрожают чему-то там безопасности или жизни чьей-то, или хотя бы даже там, не знаю, в городе беспорядки там происходят. Но это одно, когда люди мирно высказываются. И, в принципе, не понимаю, почему этого нельзя делать в такой форме. Ну, журналіст прызболу Сергей Шчурко ўжо пабываў на Акрэсціна, цяпер там 15 сутак адбывае Алена Леўчынка. Стас Драгун яе падтрымаў, яго не выклікалі ў зборную на вырашальны матч з Грузіяй. Александр Герасімейні зачыняюць школы. Вось як так можна ставіцца да такіх спартоўцаў, што аддалі шмат радзіме і вось такое стаўленне дзяржавы? Я, честно говоря, тоже такого я не понимаю этого. Ну, да, люди свою точку зрения высказали, но опять же в Конституции написано, что каждый имеет право на какую-то, на свои взгляды и на свои, там, и в том числе и политические, и никто не может их принуждать к чему-то другому, но вот это как раз-таки выглядит, наверное, как такое принуждение к тому, чтобы вы поменяли свои взгляды, либо свою, не знаю, точку зрения сменили. Ну, конечно, это некрасиво, и ну, это выглядит так, как вот, знаете, такое воздействие таким административным ресурсом, ну, для меня, по крайней мере. Гандбольны клуб «Віцязь Ліён» на знак салідарнасці, што затрымалі Леўчынку, не выйшаў на гульню, і вось рэакцыя імгненна прыляцела, іх знялі з чэмпіянату. Вось калі баставаць, не выходзіць на пляцоўкі, не выходзіць на спаборніцтвы, гэта штосьці дасць, ці бюракраты ад спорту непахісныя, і ўсё застанецца на сваіх месцах? Ну, я задумывался об этом когда-то, будет ли эффект, но судя по тому, что увольняют ведущих спортсменов, наверное, навряд ли это что-то решит. Поэтому большого, наверное, смысла в этом нету. Ну і напрыканцы нашай размовы хачу запытацца ж, як вы думаеце, што патрэбна, каб беларуская нацыя аб'ядналася, ці яна ўжо аб'ядналася, і вашы пажаданні беларусам у такі няпросты у яе гісторыі час? Наверное, объединение какое-то однозначно произошло. Люди стали более такие, не знаю, что ли, как-то окунулись в политику, что ли, больше. Наверное, столько белорусов, чтобы интересовалась политикой, как-то раньше все, ну, тихо, и так вот смотришь, читаешь, да, и среди знакомых так слышишь. Я никогда там на выборы не ходил, или я, не знаю, там, никогда не задумался об этом, но вот, к сожалению, вот такие вот действия силовиков, которые были после выборов, да, и вся эта предвыборная кампания, наверное, все показала, что надо, наверное, как-то активнее все-таки
гражданам участвовать в политической жизни. Ну и подтолкнуло многих к этому. Что пожелать, я даже не знаю, терпения и, наверное, веры в какое-то в будущее, и веры в то, что, ну, что они добьются того, чего хотят. Дзякуй вялікі. Нагадаю, што мы размаўлялі з Дмітрыем Дашчынскім, двухразовым прызёрам алімпійскіх гульняў. Дмітрий Ханович Белсат.